Сейчас шансов очень мало увидеть кабана. Но попытка не пытка, и вместе с егерем мы садимся на снегоход. Днем, как правило, кабан спит, охотится лучше в сумерки. Зато днем отчетливо видно следы. Это как раз лёжка кабана. Можно пойти сюда ближе. Можем ее увидеть. Кабан любит у нас находиться в елках, где можно укрытие себе найти. Вот еще одни свежие следы кабана. Похоже, он проходил здесь накануне вечером. И, возможно, прямо сейчас он лежит где-то за этими деревьями. И, как говорят специалисты, в случае чего, если он на нас набросится, то нужно сразу отпрыгивать, либо залазить на ближайшее дерево, иначе шансов мало. Обычно в январе-феврале охота на кабанов запрещена, но этот сезон – исключение. Из-за карантина в 23 районах по африканской чуме в Татарстане началось искусственное снижение численности диких свиней. Для этого охотникам выделено больше 700 квот. Место для охоты сейчас предпочитаем больше, где места кукурузы, где росла кукуруза. Кукурузу убрали, ее спахали, все равно есть небольшие потери кукурузы. Они эти початки кукурузы находят и кушают. После того, как дичь отстрелили, ее забирают местные ветеринары. Все кабаны проверяются на чуму. Берут лимфатические узлы, паренхиматозные органы, селезенку, почки, кровь для исследования в лабораторию. Все отправляется в Казань в республиканскую лабораторию. Здесь сейчас горячая пора. Бывает до 100 проб в сутки. После 2 вспышек в Елабужском и Заинском районах новых случаев чумы свиней не зафиксировано. Но работа продолжается. Даже вот птицы могут мертвого кабана склевать и там по частям унести и занести на территорию той же свиноводческого предприятия и того же частного сектора. На здоровье человека африканская чума не влияет. Вопрос скорее в экономике. Даже при единичном случае в радиусе 5 километров уничтожается все поголовье. Карантин в районах продлится минимум до 20-х чисел января. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Пестричинский район, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.